Ровно 25 лет назад в эфир вышли первые телевизионные программы и новостные сюжеты. Телевидение Ингушетии в те годы было просто необходимым для объективного освещения жизни людей в новой республике. 20 декабря 1992 года в 18:30 по московскому времени состоялся первый эфир государственной телерадиокомпании «Ингушетия». У зрителя тогда появилась возможность, сидя дома у телевизора, каждый день узнавать о жизни родной республики. Только люди, которые создавали телевидение, знают, с какими трудностями они сталкивались и в каких тяжелейших условиях приходилось работать. Да и времена были не из легких. Первый год становления Ингушетии. Была гордость за свою республику, было желание быть впереди вместе со всеми, было желание как можно быстрее донести эту новость, потому что ведь республика возродилась, и вместе с ней ежедневно были какие-то поступали интересные новости. Первым директором ингушского телевидения был назначен Башир Чакеев, профессиональный журналист, общественный деятель, выпускник журфака МГУ. Для организации телевидения ему предоставили подвальное помещение Назрановского районного суда. Тогда Баширом Чакеевым, первым директором ингушского телевидения и радио, энтузиастом своего дела, и была проделана огромная работа по созданию ГТРК. В принципе, гостелерадиокомпании, они к тому времени существовали во всех субъектах Российской Федерации, и во вновь созданном субъекте республики, тогда еще Ингушская республика, конечно, свое телевидение нужно было, и оно начало создаваться, и буквально за считанные месяцы телевидение было сформировано, собрано оборудование. Правда, с миру по нитке были собраны журналисты, которые могли бы работать на телевидении. Отсутствие элементарных условий, оборудования и техники не помешало сотрудникам, энтузиастам, первопроходцам, которые не преследовали цели прославиться. Людьми двигало желание творить на благо родной Ингушетии. Коллеги из Астрахани, Ростова-на-Дону и Ставрополя, которые имели опыт в сфере журналистики, прислали технику и помогли ее установить. Длинный автобус этот стоит, и там же сидят, монтируют, что-то делает. Но в основном это, конечно, были прямые эфиры. Для монтажей, для всего этого условий как таковых не было. В основном выходили прямые эфиры, новости, естественно, в прямом эфире. Кроме этого, живые разговоры, приглашали людей. Специалисты в области журналистики в те годы в республике были единицы. В разные периоды компанию возглавляли Ратмир Лянов, Тамара Мальсагова, Султан Шадиев, Куреш Агасиев, Сулумбек Катиев и Магомед Барахоев. Каждому из руководителей пришлось столкнуться с немалыми сложностями, но именно они закалили профессионализм телевизионщиков. Мне даже неудобно говорить, насколько это было трудно. Представьте себе, нет транспорта. Что такое сегодня информация? Если нет транспорта, насколько она будет актуальной, если мы ее не своевременно подготовим и дадим телезрителю, да? Ходили пешком. Значит, если это по Назрани и где-то близлежащие, да, там села, Гамузеево, Альтиево и так далее, пешком. Нет, то кто-то подберет по дороге. Представляете? А я вот вслед все время им говорила: берегите камеру, кофра у нас нет, вдруг еще разобьете, и что тогда делать, да, вот такое вот. Я пришел на телевидение в 1996 году. Ну, уже к тому времени, конечно, телевидение состоялось, уже были действительно подготовленные кадры, уже были программы, была сетка вещания, в принципе, телевидение стабильно работало. Ну, как всегда, конечно, нужно было делать еще лучше, еще больше. И передо мной, конечно, были поставлены задачи вывести телевидение там на некий новый уровень деятельности. И в то время мы задумали и воплотили очень много новых программ. Время шло, и условия телевидения тоже менялись. В 1999 году ГТРК Ингушетия справила новоселье уже на своем постоянном месте, в специально построенном аппаратно-студийном комплексе. Сегодня журналисты ГТРК Ингушетии обрели возможность работать в современных условиях. В конце прошлого года получили новое оборудование, и уже с этого года тот продукт телевизионный мы делаем на новом оборудовании. Качество, конечно же, я думаю, телезрители видят наше качество, оно заметно лучше, но я думаю, что со следующего года еще лучше будет. Чуть позже, в 2013 году, в Ингушетии произошло историческое событие – открытие собственного национального телевидения Ингушетия. Сегодня уже национальную телекомпанию возглавляет профессиональный журналист Куреш Агасиев, который в свое время был руководителем ГТРК Ингушетия. С появлением собственного канала
Ингушетия вышла на новый уровень. Мы вещаем 24 часа в сутки. Наши редакции каждый день выдают в эфир только качественный продукт, который становится достоянием всего мира. Мы меняем имидж нашего региона в глазах россиян. И ГТРК, и НТРК Ингушетия работают, не покладая рук, для самых главных критиков, для вас, наши телезрители, чтобы вы всегда оставались в курсе важных событий региона. Тем более, что нам есть чем гордиться и есть что вам показывать. Рина Цичоева, Хаваш Гойгов. Новости 24.